если, например, ты там за четверть у тебя будет пятерки, там я куплю тебе, предположим, PlayStation. Правильно ли вот именно в семье закладывать вот такие условия? Ну, это печально, конечно, что сейчас, видите, сейчас все монетизируется, все капитализируется. Да. Это очень печально. У одного из наших классиков есть такой замечательный рассказ, когда семья садится кушать за стол, в семье папа, мама и маленький сын. Угу. И дедушка, который живет в этой семье. И вот семья садится за стол, а дедушки накрывают где-то там на табуреточке какую-то там в чашечку, мисочку, лоханочку, потому что у дедушки нет зубов. Угу. И он там, значит, это чтобы никто не видел, что он там пачкается, что там у него не все получается там проживать, что-то у него там падает изо рта. Его там сажают отдельно. Дедушка, конечно, от этого расстраивается. И проходит какое-то время, сынок играет с какими-то деталями, дощечками, и мать спрашивает: сыночек, а что ж ты делаешь? Что ж такое мастеришь? Интересно, что у тебя получилось? Он говорит: это, мама, я вот тебе тоже лоханочку мастерю, когда ты будешь старенькая. Я тебя тоже вот за стол буду сажать, и чтобы ты со мной не кушала вместе. Вот. И с тех пор классик рассказывает о том, что дедушку стали сажать за стол вместе с родителями. Собственный пример. Если мы хотим, чтобы наши дети выносили мусор, мы сами должны вместе с ними первый раз пойти и вынести мусор. Если мы хотим, чтобы дети хорошо учились, мы сами должны показать им, что мы тоже прилежные люди.